Добрый вечер. У нас сегодня в гостях еще раз Шенгуль Молдюрова. Несколько дней назад мы как раз в среду, в день смерти Төрегелди Балтагулова, говорили о нем, о Төрегелди Балтагулове, которого современники называли Сокол Разакова, да? Разаков Шумкары. И как раз тогда зашла речь о том, что вот смена власти, Разаков, и потом, может быть, вместо Разакова должен был прийти Балтагулов, но оказалось, что пришли другие люди, и смена вот этой власти немного, очень, или как бы сказать, качественно была другой, да? Отношение к власти, отношение к народу, к обществу, потому что все говорят, что Разаков был открытый, свободный и общался, а потом у нас уже такая чисто коммунистическая, такая советская, какая-то совковая началась, да, власть. Спасибо большое, что еще раз пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. Вот чем отличалось вот резко, да, вот как вы историк видите, настроение в обществе во время Разакова и потом? Во-первых, спасибо еще раз за приглашение. Да, это я слышала, конечно, это неписанная история, но вот эта нарративная история, она, по-моему, более важна, потому что не просто факты и не просто сухие какие-то данные, да, партийных съездов или что было сделано, сколько объема там молока выдано, сколько там промышленности, сколько метров было построено. А вот человеческие отношения, на основе которых строились очень многое. И кадровая политика, и вообще общая ситуация, атмосфера в государстве. Так мне приходилось, по счастью, встречаться с многими и слушать многих выдающихся деятелей культуры, науки нашей республики в 70-х, 80-х годах, когда они еще были живы, в полном рассвете сил. И многие говорили, что резкое отличие было. Я не хочу говорить, что Трудахун Насыбалевич ничего не сделал для... Нет, это 25 лет управления Трудахуна Насыбалевича, много было сделано. Это и знаменитая 8-я, 9-я пятилетка, когда резко возросла социальная сфера, особенно в сельской местности, школы, детские сады, промышленность развивалась, легкая промышленность развивалась, строительство города. Чингис Тореқулович назвал его главным прорабом города Фрунзе, потому что он выстроил мраморный центр Фрунзе, дом правительства выстроил, где свое имя написал ТТТ. Вы, если посмотрите, везде это буква Т. И он очень многое сделал. Токтогольская ГЭС уже в полном объеме стала работать, железные дороги, Манас аэропорт. То есть то, что сделал Трудахун Насыбалевич для Кыргызстана, это одно. Да? Мы говорим о той нравственно-гуманитарной части, гуманистической части, которая была в кыргызском обществе. Так вот, по моим наблюдениям и по моим выводам, которые я делала, беседуя с этими выдающимися деятелями нашей культуры, науки, образования, то время Разакова – это было время демократического централизма. Так и называлось, потому что его можно было критиковать на пленумах, на съездах. Тот же Балтагулов очень жестко критиковал Разакова за его какие-то организационные работы. Он очень быстро воспринимал критику и быстро исправлял его. Это Разаков, да. Он очень близок был к писателям, поэтам. Он дружил с Исакуновичем Махмубаевым, он дружил со Стрельниковой, это знаменитая. Он дружил с Кучкорбаевым, знаменитым Иса Кучкорбаевым, который в свое время принимал Роберта Кеннеди, выдающаяся, легендарная личность. Он очень любил свой народ, потому что он скучал же когда-то, когда жил в Узбекистане, и вот он очень пиететно относился ко всем, и к молодым кадрам, и писательству, и науке, образованию. С ним можно
было, говорят, просто вот поговорить. Он был искрометный, такой, с великолепным юмором. Вот то, что мы с вами говорили о том, что как он отвечал Хрущеву. И здесь его огромная заслуга была то, что он был истинным патриотом. И когда они работали вместе с Казы Дыхканбаевым, председателем Совета народных комиссаров, и потом председателем Совета министров Кыргызской ССР, то большое внимание они выделяли изучению кыргызского языка. К сожалению, при Турдоку Нусубалевиче все это было закрыто. Вы помните, во Фрунзе была одна кыргызская школа, пятая школа, которая вырастила огромное количество талантливых людей Кыргызстана. Все было не то, что насаждение, а как бы культивирование русского языка. Может быть, это и было хорошо, потому что мы знакомились с русской культурой, через русский язык мы знакомились с мировой культурой, но мы обезличивались как народ, потому что если народ теряет язык, если он становится как бы снисходительно относится к своему языку, к своим традициям и обычаям, это в конечном счете может привести к исчезновению вообще, да, рода кыргызов. Очень большой, знаете, он впервые, как педагог, я могу сказать, он впервые ввел систему питания учеников начальной школы. Это Разахов. Это при Разахове было, это при Разахове. Он проанализировал наличие кыргызской интеллигенции, студентов, кыргызов, обучающих в высших учебных заведениях. И он приводил ужасающие факты. Там где-то в политехническом около 10% только, в медицинском только где-то 17% кыргызов обучалось. Это нельзя было делать, потому что в селах нужно было ехать, где кыргызскоязычное население. 80%, 90% в это время было сельское население. И поэтому нужно было готовить кадры, но не политически обосновывая, а практически обосновывая. Необходимость, это была просто жизненная необходимость, чтобы кыргызы, ребята обучались и ехали в свои села, ехали в свои поселки для того, чтобы поднимать там здравоохранение, образование, культуру. И все это потом стало обвинением Исаака Разаховича, когда его снимали. И вот Титов, секретарь ЦК КПСС, когда он приехал, он же просто кричал. У Дыхканбаева, Казы, есть воспоминания у других, когда он кричал: а что вы впереди, будучи дотационной страной, хотите быть впереди планеты всей, хотите коммунизм у себя построить? Вот когда речь шла о питании детей, о социальном развитии. Исаак Разахович, как очень тонкий политик, он во время этого съезда в 1961 году, в мае 1961 года, он признает ошибки. Это, знаете, вот когда читаешь, это щемит сердце, потому что, ну как люди могли против своего народа работать, да? И он признается, да, может быть, была ошибкой. Его обвиняют в национализме за то, что он начал в 5-6 классах вводить кыргызский язык, что он хотел в городе кыргызскую школу открыть. И это все идет в обвинении как национализм. Ну, вот сейчас уму непостижимо, да, как это можно понять, как это... И, кстати, в Советском Союзе шла еще очень большая борьба и с Азербайджаном в это время, и с прибалтийскими странами, которые настаивали на своих языках. Это вот такая кампания против национализма, националистических тенденций в Коммунистической партии Советского Союза была так называемая. И даже в самой России, когда Татарстан хотел изучать некоторые предметы на татарском языке, знаете, вот эта политика Хрущева, особенно в последние годы, будучи сам украинцем, вот настаивание на
русификация, это было не очень хорошо, мне кажется. Так же, как в свое время Иосиф Виссарионович Сталин поднимал тост только за русских, вот, за победу в Великой Отечественной войне. Это может быть перегибы, это может быть политические какие-то методы руководства. Возможно, мы не можем их сейчас ни оценить, ни говорить, что это плохо. И с уходом Исаака Разаховича была, в общем-то, началась ликвидация внутренней вот это свободолюбие среди национальной интеллигенции, которая была во время Разахова. И пришел Трудохон Цубалевич. В отличие от Исаака Разаховича, который знал и сельское хозяйство, и в отличие от Турегельды Балтагулова, который знал вплоть до километража сельских площадей, пришел паркетный секретарь. Он 10 лет проработал, он был редактором коммуниста, потом он почти 10 лет проработал в ЦК КПСС, в Москве проработал, потом он был первым секретарем Фрунзского горкома партии. И его назначение было тоже, видимо, он себя проявил во время работы в Москве. Его назначение было воспринято интеллигенцией неким тихим ропотом, да? Потому что он привык уже к московскому стилю управления. Это жесткое исполнение, это не критика, это исполнение всего того, что будет сказано, это спущение директив, четкое выполнение директив, это переход все на русский язык. И несмотря на огромные заслуги Трудохона Цубалевича, тем не менее, этот период некоторые историки рассматривают как политический терроризм в кадровом смысле. Вот когда еще до прихода, значит, после назначения Трудохона Цубалевича уже началась волна такая, ропот среди интеллигенции, так называемая заговор талассов. Вот в заговоре талассов входили такие выдающиеся деятели еще того времени. Это Тургунбек Суамбердиев. Вообще среди интеллигенции я его тоже видела. Это был такой фонтанирующий человек, знаете, очень большого обаяния. Великолепно говорящий, великолепно знающий историю, великолепно умеющий создавать такие хорошие связи. Кстати, он был очень близким другом зятя Никиты Сергеевича Хрущева, Алексея Аджубея. Они даже вместе где-то работали, были в очень близких отношениях в начале 60-х годов. И в таласскую группировку, так называемую среди народа, входил также Шаршаналу Субалиев. Это очень уважаемый панфиловец. Он, знаете, в годы войны был командиром роты разведчиков и приводил в плен языков. Панфилов, он был в панфиловской дивизии. И киносценарист очень известный. Долго потом Госкино возглавлял. Да, в 1963 году он стал председателем комитета кинематографии при Совете министров Киргизской ССР. Там входили еще Раимкан Медетбеков, очень известная тоже партийная личность, один из влиятельных партийных деятелей. Работал зав. Отделом ЦК КП Киргизии, был председателем Кыргызпотребсоюза. Туда и входил Мукалы Аманов, опытный политик, между прочим, проработавший еще в свое время помощником первого председателя ЦИК Кыргызской Советской Социалистической Республики Абдыкадыром Оразбековым. Ну, а сейчас вот это председатель ЦИКа считается как президент. Да? Да. Сюда входил и Чингис Тореқулович Айтматов в эту группу.
И очень многие говорят, что благодаря вот Тургунбеку Свамбердиеву, несмотря на жестокую оппозицию с кыргызской писательской, некоторой кыргызской писательской среды, ему было присвоено еще совсем молодым, в 1963 году, Ленинская премия за его сборник повести «Горы степей». Помните? Айтматову. Да, Айтматов в 1963 году. Молодой писатель, он был корреспондентом «Правды» в Кыргызстане. И вот в их лице как бы была некая такая оппозиция Трудакуну Сабалевичу. И когда в 1964 году произошел тихий переворот в Советском Союзе, да, и сняли с поста первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева, и пришел, вроде кажется, вместо такого буйного Никиты Сергеевича пришел очень спокойный Леонид Ильич Брежнев в 1964 году, то в октябре 1964 года, то кресло под всеми секретарями ЦК союзных республик тоже начало качаться. И вот этим моментом таласская группа хотела воспользоваться. Кстати, Төрегелды Балтаволов очень близко был знаком и дружил с Свамбердиевым, был очень дружен с Свамбердиевым, ну, с Казакбаевым и так далее, о котором я расскажу позже. И вот понимаете, как повезло, почему была разгромлена таласская группировка. И в 1964 году пошатнулось кресло под Трудакуном Сабалевичем. И Трудакун Сабалевич начал искать повод, каким образом выйти из этой ситуации. И ему, наверное, подсказали, скорее всего, из самой же таласской группировки подсказали, как действовать. И срочно Трудакун Сабалевич вылетает в Москву и говорит о том, что он нашел хрущевскую группировку, антибрежневскую группировку. Вот во главе с, наверное, во главе с Тургунбеком Свамбердиевым, который дружен был с зятем Хрущева Алексеем Аджубеем. Вот, видимо, вот, знаете, он подвел... Аджубей был главный редактор «Правды», да? Главный редактор «Правды». Он был очень влиятельным человеком ЦК КПСС. И друг Свамбердиева, получается. И Трудакун Сабалевич очень хорошо это обыграл. Сказал, что он разбил здесь вот такую хрущевскую антибрежневскую группировку. И это нет в материалах истории, это нет в архивах, но это нарративное, это те сведения, о которых знали люди, которые рассказывали друг другу. Это рассказывали, поэтому я не могу сказать, что это неправда, потому что последствия, судя по последствиям, были очень тяжелыми. Например, комитет по кинематографии был упразднен, и Шаршинали Усубалиев на долгие годы остался без работы. Потом только его отправили... Но он поехал за рубеж, по-моему. Да, он поехал торговым представителем за рубеж потом, через долгие годы. Вот. Свамбердиев потом долго просто Кыргызполиграфкомбинатом руководил. Его, из министерского практически, он имел министерский портфель, его назначили директором Кыргыз-типографии, да, который сейчас разрушается или за который ведется спор. И ликвидировав комитет по кинематографии, Трудакун Сабалевич передал его функцию Минкультуре. Медетбекова сняли с должности председателя Кирпотребсоюза и отправили директором торговой базы. И были, значит, организованы нападки на творчество Чингиза Тореқұловича Айтматова, особенно за Джамилю. И вы знаете, идейным соратником Трудакуна Сабалевича был известный вам Алы Токумбаев.
Там были споры между Айтматовым и Очень большие споры Токумбаевым, между да. Айтматовым и Токумбаевым. Алла Токумбаев всегда отличался тем, что и в годы войны очень многие говорят, что он спрятал бронь на многих наших писателей, на Мукая Лебаева, Джусуп Турусбекова, именно молодых писателей, которые погибли в годы войны. И очень, то, что касается борьбы Аллы Токумбаева с Касым Тыныстановым, это написано в книге Даниила Тыныстанова о жизни Касыма Тыныстанова. Да и много, вся интеллигенция знала, как Алла Токумбаев боролся с Касымом Тыныстановым, выдающейся личностью. И спор шел не по существу талантов, а по идейным соображениям. И не случайно Алла Токумбаев взял себе псевдоним Балка. Перевод как «молоток». Вот нужно было всех бить, чтобы они были все одинаковые. И против Манаса он выступал. Но на Манасе как раз он... Тем не менее, с приходом новой власти его посчитали патриархом. Он боролся и с Тугульбай Садахбековым, он боролся и с Сунгангалыч Касымбековым. В общем, нет выдающихся деятелей культуры, особенно писательства, с кем бы Алла Токумбаев не боролся. Это, к сожалению, это наша история, да? И даже говорят, что он говорил, что я не могу жить без борьбы. Видимо, вот человек был заточен на борьбу. И вообще, а что касается Джамили, то вы же знаете, что Алла Токумбаев даже организовал союз писателей против Чыңгыз Куловича. Потому что если Луи Арагон вместе Луиза писал о том, что это выдающаяся песня любви, и Мухтар Ауэзов поддержал, то здесь наш ряд писателей, которые были рядом с Аллой Токумбаевым, наоборот, говорили, что это Джамиля, это вообще не очень хорошая женщина, у которой муж на фронте, а она здесь загуляла. И, Эльза Триоле, да? Эльза Триоле – это супруга Луи Арагона. Она родная сестра Лили Брик. Да, Лили Брик. И именно Лили Брик, вот я в одном из своих статей писала, что именно Триоле, будучи во Франции, подняла Луи Арагона до уровня лауреата Ленинской премии по защите мира была такая. И Луи Арагон представлял коммунистов Франции. И КПСС очень помогал, ЦК КПСС Советского Союза помогал Луи Арагону. И, видимо, Лили Брик посылала, то, что в 1958 году Чыңгыз Кулович отнес Твардовскому в «Новый мир» свою повесть, она называлась «Мелодия». Мелодия называлась. И Твардовский, он сам, оказывается, все читал, так же, как Солженицыну работу прочитал. В это время «Новый мир» это был очень знаковым журналом. Вся интеллигенция бегала, искала «Новый мир», перечитывала, перепечатывала. И выпускник литературного института Чыңгыз Кулович Айтматов, молодой писатель, написав вот Джамилю, назвав его мотив или напев, он отнес Александру Твардовскому. Александр Твардовский, как пишут в мемуарах, он прочитывал все, что ему приносили. И он прочитал эту повесть, ему она очень понравилась. Он вычеркнул название и написал «Джамиля». И в 1958 году была опубликована. Лили Брик отсылала все новые издания, что публиковались в Москве, отсылала своей сестре Триоле, Элизе Триоле. И Элиза, так как Луи Арагон был человек свободной профессии и мало зарабатывал, то Луиза переводила, Элиза Триоле переводила выдающиеся какие-то, то, что ему нравилось, произведения, напечатанные в «Новом мире».
Но мне кажется, что здесь еще вот интересные исторические судьбы. Мне кажется, что и Төрекул Айтматов знал Лили Брик, потому что он несколько лет жил под Москвой, а именно под Москвой была вот эта кучка, вернее, салон Лили Брик, куда приезжали выдающиеся деятели, Маяковский. партийные, да, Маяковский, Юсуп Абдрахманов. Юсуп Абдрахманов, да, и многие. Кушнер, тогда уже будучи редактором «Правды», и выдающиеся деятели, турецкий писатель, ну, в общем, очень много. Шкловский, который всю жизнь любил Лили Брик. И художники, писатели собирались у нее. И, скорее всего, Төрекул Айтматов тоже был знаком с Лили Брик. Я, правда, Розали Айтматовой говорила, она только улыбается. Мне кажется, когда Лили Брик увидела фамилию Айтматова, то она, наверное, вспомнила и Төрекула Айтматова, и поэтому она послала своей сестре Джамилю. И Джамиля была переведена на французский язык и высоко оценена европейским взглядом на эту повесть. И, значит, была переведена на французский язык и опубликована. И когда Луи Арагон сказал, что это выдающаяся повесть о любви, и Мухтар Ауэзов тоже поддержал молодого Чингиза Айтматова. Ну, Мухтар Ауэзов вообще был выдающимся братом кыргызских писателей и соратником. Его дом в Чолпан-Ате, вот знаменитый дом Мухтара Ауэзова, где собиралась и кыргызская интеллигенция, и казахская, и это время было такого тесного содружества деятелей культуры и литературы Казахстана и Кыргызстана. Это просто нужно прочитать Байзакова, где вот все это как происходило, Тюменбая Байзакова, других писателей, которые высоко отзывались о Мухтаре Ауэзове, о его вкладе в Манас, признание Манаса, о его помощи Чингиз Айтматову, о его помощи вообще кыргызским писателям, о взаимоотношениях кыргызских писателей и казахских писателей. Это было золотой век, так скажем, казахско-кыргызского сотрудничества. Это как раз на переломе получается, да? Да, да. Угу. До и после 1964 года. Да, 58-е, 63-е годы, 64-е. И, знаете, и вот с 66-го года начинается просто таинственная, абсолютно необъяснимая череда загадочных убийств, загадочных смертей. Смертей, да. У нас осталось 3-4 минуты, вот. Да. Если очень коротко, да. тогда. Знаете, сразу же после смерти Төрекула Балтагулова, через год, в 1967 году, на операционном столе от аппендицита погибает участник Великой Отечественной войны, человек, который пользовался, легенда, министр культуры был, председателем, бывший секретарь ЦК Компартии Киргизии, председатель Верховного Совета Киргизской ССР Абдыкаир Казакбаев. Кстати, его тоже оперирует Саенко. Ага. В автомобильной аварии погибает очень перспективный молодой секретарь ЦК Компартии Киргизии Бище Мураталиев, который это прожил с 29 по 73 год. В 73 году погибает. Еще нелепая, кажется, смерть Сакен Бегматовой в 81 году. Ее машина сбила, да? Сбила машина на проспекте Молодой гвардии во Фрунзе в 81 году. Я знаю, когда изучали роль Сакен Бегматовой в становлении кыргызской дипломатии, у нас есть кое-какие размышления по этому поводу. Но убийство очень талантливого руководителя, любимца народа, человек, которого ожидали, что он будет просто выдающимся руководителем республики, председателя Совета министров Кыргызской ССР Султана Ибраимова 4 декабря 1980 года, человек, который поднял, так же, как Турегельды Балтагулов в свое время, Ошскую область, работая почти 10 лет там, в Ошской области, первым секретарем обкома партии. И до сих пор неизвестны имена заказчиков. И до сих пор нет ответа, кому это было выгодно.
кому это было выгодно. Но это было все во время Трудахуна Сабалевича. И в оппозиции к нему были и Исахунович Ахумбаев, которого тоже считают, что он вот какая-то трагическая автомобильная катастрофа. Тугальбай Судокбеков, Муса и Тенти Адышевы, Элибесовы, Болот Юнусалиев. Вот они, вот эти выдающиеся деятели и науки, они были в некой такой тихой оппозиции к Трудахуну Сабалевичу, потому что он уже к ним относился совсем по-другому по сравнению с Акразаховичем, который ценил выдающийся вклад этих людей в кыргызскую культуру, науку, образование. И поэтому говорить, что непосредственно это зависело от первого секретаря ЦК Компартии Кыргызстана, не можем. И в то же время мы не можем сказать, что не зависело, потому что каждое движение партийных работников, каждая судьба партийных работников зависела от первого секретаря. И поэтому, возможно, я не присоединяюсь, но, возможно, это время почему-то некоторые историки считают время политического терроризма, указывая вот на смерть и вот вы Тургельды. в самом начале сказали, что московские методы, там ведь тоже такие вещи происходили. Кулаков, например, да. секретарь ЦК, другие, Машеров, да. например, Машеров в Белоруссии. Да, да. Эти моменты были. И знаменитого, очень подающийся большие надежды Алексея Косыгина просто упрятали, сняли. Хотя он был, скорее всего, он мог бы заменить Леонида Ильича Брежнева. И вся эта смена, которая происходила, да, конечно, Трудахун Сабалевич очень хорошо знал московские, цковские. Будучи в этих коридорах московской власти, он хорошо знал эти интриги, видимо. Поэтому вот к очень большому сожалению, возможно, если бы эти выдающиеся люди были бы и в пору независимости, и они помогали бы нам поставить нашу независимость, экономику, социальную сферу, политику. Возможно, если эти люди, как Мурат Алиев, Султан Ибраимович, Насреддин Исанов, это уже при Акаеве. Да, при Акаеве были бы, возможно, наша страна за эти 30 лет не терпела бы столько тяжелых моментов, которые мы с вами пережили. Спасибо большое. Как раз и время тоже подошло к концу. Спасибо. У нас в гостях была Ишенгуль Болдюрова, общественный деятель, профессор. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.